давно начинали вообще работу? Сколько? Год назад. Признавайтесь. Прошлым ноябрем. Почему такие паузы большие? Ой, ну из-за работы. Из-за работы. Ну, знаете как, они большие, эти паузы, но потом я, если села, то я могу картин 15 за несколько дней, буквально за неделю. Часами буду сидеть и работать. И для меня очень плохо, что она сейчас начата и недоделанная. Мне надо было ее тогда доделать. Не люблю так оставлять, там, чтобы ее месяцами какую-то одну картину писать. Если начать с названия выставки «Упала в краску», я думаю, что оно очень подошло к моей выставке, потому что работы все мои достаточно красочные, живописные. Откуда взялось название? Осенью у нас в школе Лошара был праздник День добра. Мы сделали ярмарку, ярмарка добра, было очень много гостей, в том числе и наш президент Аслан Георгиевич. И потом я все это выкладывала в Инстаграм. И там были замечательные комментарии под постами и не очень. И один из них был такой: «Ваша директриса что, в краску упала?» И я думаю, вот оно название. И как-то после этого я, можно сказать, подстроилась под это название. Мы с Эльвирой определили дату выставки, и уже некуда было деваться, надо было писать работы. И большинство работ написано в 23-м году. Процентов 80 точно новых работ. За такой короткий промежуток времени как удалось такое количество работ Ну, может быть, написать? не 80, а 70. Ну, это мое субъективное. Ну, это, наверное, тоже мой характер. Я несколько лет вообще почти ничего не делала. Но все собиралась. Мне казалось, я зарываю свой талант. И нужна выставка. Люди уже вообще забыли, что я художник. Погрузилась я в эту школу, в работу. И как-то, когда уже была, правда, дата, я старалась почти каждый день писать. Готовилась к выставке. Еще есть, кстати, работы, которые я не выставила, я просто их не успела закончить. А давайте немного о самих работах. Их достаточное количество, они все красочные, они все индивидуальные. Есть, естественно, такая общая нить, да, есть и старые работы, более классические, но они как-то все ужились. Ну, это грамотная развеска, грамотная экспозиция. Мне помогали два художника, Ласуря и Ампар, я сама бы не справилась. Сочетание таких сдержанных тонов с ярким желтым пятном, да. Это в стиле Марии Пиля. Вообще яркость, экспрессивность. Вообще, на самом деле, я очень застенчивый человек. Да. Но раз я упала в краску, я одела опять яркий костюм. И мне хотелось соответствовать этим картинам. Первая работа, которую вы видите, она называется «Не знаю вас». Ну, наверное, она не знает, потому что она, как бы, глаза ее замазаны, да, и она, как бы, не знает. Но это собирательный образ, просто девушка, метиска. И вот с таким... Я, на самом деле, игралась с этими цветами, с яркими цветами, с формами, с помощью цвета. И здесь не более чем создание эффекта какого-то неожиданности. Ну вот сколько писалась эта работа? Ну, это секрет. Быстро. Учитывая
такую Дело не в скорости. особенную скорость Марии Пиля. Тут в основном все холсты, они такие объемные, большие. О чем это говорит? Ну, наверное, это просто привили нам в институте. Я училась в мастерской Татьяны Назаренко, она очень любила большие холсты. И то, что вы видите, это был такой средний размерчик для нее. То есть наши рабочие холсты во время учебы, они были вот примерно такого размера. И я сама влюбилась в размер холста. Я не люблю маленькие картины писать, хотя они у меня есть, да, но там тоже, вы видите, большие мазки. То есть мне надо побольше кисточку или мастихин. Отголоски Да, школы да. все равно. Мария, вот буквально вот две работы, абсолютно разные, и по стилю, и по технике, и вообще, как такое возможно сочетать в одном? Ну, это поиск себя. Я же художник. Художник, пока живой, мне кажется, он всегда в поиске. Еще я игралась как бы с материалами. Акрилом написала, а сверху намазала масляную краску. Далее, Сухум. Сухум, ну это Работа называется «Абхазия», конечно. Абхазия, да, потому что гостиница Абхазия там на фоне кусочек. У меня уже были такие работы похожие, поменьше, и, наверное, я соскучилась по ним, потому что они давно уже не у меня. Решила воспроизвести только более яркую. А вот эта работа, кажется, А это называется «Дом Стерлигова». Он то ли еще она до мне реставрации. знакома, то ли Да, что-то да. подобное было. Это на Горийской. Да. Да. Ну, а тут цветовая гамма совершенно Здесь другая, более сдержанная. спокойная, да, это, в принципе, то, чему учили нас в институте. Ну вот, например, картина, тут две женщины, они обняли друг друга, картина называется «Примирение». Здесь тоже я играла с цветом, здесь почти нету формы, здесь нет тени, света, но есть цвет, и все равно видно, что это две фигуры. Я понимаю, что автор не может одну работу выделить и сказать, что она самая любимая, самая дорогая. Нет, есть любимые. Ну вот мне интересно, есть ли такие работы? Вы знаете, я поняла, что мои любимые работы те, которые я быстро воплотила, и они, на мой взгляд, получились. Не те, над которыми я работала там несколько месяцев, а буквально 2-3 дня работа готова, и она меня удовлетворяет. Я не знаю, например, «Чайки». А работа, кажется, называется иначе. Да, работа называется «Впечатление». О чем она? Что вы А это вы мне вкладывали? расскажите, вы зритель. Какое впечатление она производит? Вот подходите, хочется постоять, подумать, да? Да, конечно. Кто эта девушка, почему там чайка загородила ей лицо? Она на самом деле без лица, но вроде как оно есть. Тяжело ответить на этот вопрос, честно говоря. Я больше вижу в ней человека задумчивого, без определенного понимания своего будущего, Но может видите, быть. здесь каждый думает, додумывает свое. На самом деле так и должно было быть, Ну да. чтобы можно было подумать. Ну, у каждого же из нас свой фильтр восприятия этого мира. А что вкладывал автор? Вот в чем вопрос. Это все равно тоже поиск формы, цвета и отношения цвета друг к другу. То есть не было какой-то определенной Да, идеи, это когда все просто начиналось? за стиль, за современное искусство, за то, что было интересно такую дома повесить и смотреть, наслаждаться. Я понимаю, что в самом начале, когда ты начинаешь писать какую-то работу, вот нет четкого понимания того, что из этого выйдет. Да, на самом деле я бы сказала, что не знаю, как у кого, у меня никакая муза ниоткуда не прилетает. Пока не сядешь и не начнешь работать, ничего не получается. А в процессе рождаются идеи еще и для других работ. Ладно, работая над ней, какая идея родилась? Идея с шариком. Давайте пройдем к ней. Ну, видите, тут такой ракурс, чуть-чуть неестественный специально, чтобы стоять и думать, где там голова вообще, что это. Теперь вопрос, что общего между ними, почему эта ассоциация пошла, почему эта идея родилась, именно работая над абсолютно другой картиной. Не могу ответить на этот вопрос. Не знаю.
повар – это времена еще учебы в институте. Продавщица сыров – это реальная женщина, к сожалению, она уже умерла. И работа находится у ее семьи, я подарила им эту работу. Также работа, на которой, если я не ошибаюсь, мама изображена. Да, это Кураса из фильма «Белый башлык». Да. Все хорошо помнят эту героиню, которая является мамой Марии. Спасибо. Любая выставка – это подведение итогов определенного периода, мне так кажется, по крайней мере. Что эта выставка лично для вас? Подводите итоги чего, если это так и есть, ну, в вашем восприятии, это раз. Во-вторых, чего вы ожидаете от нее? Я ожидаю того, вот как ты зашла, и тебе все понравилось, и настроение поднялось, да, я вот этого ожидаю. Ну, наверное, для меня это не подведение итогов, это, скорее всего, процесс. Процесс моего возвращения в мир художников, можно так сказать, потому что я давно не писала. Какой был перерыв, получается? Ну, на самом деле, наверное, несколько лет. И вот за эти несколько лет вот это вот ощущение того, что вы скучаете по этому делу, что вы хотите вернуться во все. Меня совесть мучила, то, что я ничего не делаю, не пишу, раз в год какую-то одну картину напишу и радуюсь. А тут вот как-то уже, когда была дата, намеченная выставки, да, уже деться некуда, и ты готовишься. Я помню, в нашей беседе вы говорили, во-первых, вы обещали обязательно вернуться к этому делу, да, это раз, во-вторых, вы обещали персональную выставку, вы свое обещание выполнили. Мы обязательно покажем нашим телезрителям кусок этой беседы, да, где вы не только нам, но и зрителям обещали. Вы пришли, я повесила картины дома. Я вот принесла этюдник, краски выдавила, да, и все, это уже способствует начать писать. Однозначно завтра-послезавтра я сажусь, еду куда-нибудь, кого-нибудь с собой беру и напишу работу. Я даже обещаю, что через неделю я пришлю фотографию моей новой работы вам в WhatsApp. Договорились. Вот, и раз я это сказала, мне придется это делать. Ну и наконец-то это свершилось. Мы искренне рады этому факту и поздравляем Спасибо еще раз большое. вас с таким Спасибо. замечательным событием.